лично разбирайтесь с этими жалобами, хорошо? Хорошо. Посмотрите, там, если по детским пособиям у нас особых нет сейчас жалоб, потому что там тоже на контроль надо держать, то отпускные на контроль взять и по дополнительной выплате за единый государственный экзамен. Я и раньше вам говорил, у нас есть так называемая кредиторка перед поставщиками продуктов питания в школы, в садики и так далее. Да. В социальном учреждении, так? Да. Я ставил за Совет Безопасности задачу, и там выяснилось, что процентов как минимум 30-40 завышенные цены на продукты питания. На некоторых там продуктах питания даже на 80% завышены. То есть выше, на порядок выше рыночных. В среднем даже по СКФО. Да. И это здесь, опять же, на каком основании, почему нет контроля со стороны и Минфина, со стороны там, и Министерства образования, и муниципальных образований. То есть почему директор сам по себе с поставщиком. Во-вторых, нечистоплотность самих поставщиков в этих вопросах. Да. Вот здесь надо смотреть. По каждому этому факту я сегодня за поручение дам провести служебное расследование, но вы, там сегодня дам поручение, соберете всех этих так называемых поставщиков по фамилии, кто там занимался, да. директорами школ вместе с вице-премьером. И поштучно с каждым разберетесь. Почему там картошка при стоимости такой-то, почему-то она в 2 раза больше по цене, на каком основании. И вот здесь, опять же, отсутствие нашего прямого контроля этого вопроса заставляет этого поставщика играть по своим правилам, некоторые недобросовестные директора, и делиться откатами. Это к нам очень много обращаются сами же производители, которые говорят, ну, уберите нам вот эти заслонки посредников, чтобы напрямую могли бы эти вопросы решать.